Минсельхоза представляет здесь 4 проекта на Восточном экономическом форуме. Первый – это тот, около которого мы стоим, который не только я, а уже на федеральном уровне считают системообразующим, приоритетным инвестиционным проектом для всего северо-востока России, для Ленского бассейна, который работает на 4 региона Российской Федерации. Северо-восток Красноярского края, Якутия, Чукотка и Магаданская область через Верховье Орна. Это экспертное мнение, зафиксированное в документах федерального уровня о том, что это системообразующий приоритетный проект, реализация которого обеспечит принцип, точнее, без реализации которого невозможно реализовать успешно любые другие проекты в арктической зоне Российской Федерации на северо-востоке России. Поэтому для нас, для всех этот проект очень важен, потому что внутренний водный транспорт – это обеспечение же и северного завоза всех социально значимых грузов. Ну и основа для всех инвестиционных проектов, потому что внутренний водный транспорт, ну, если остается и всегда останется, даже когда придет железный транспорт в Якутск, все равно останется безальтернативным видом транспорта для огромной территории. Поэтому для перевозки грузов. Это первый проект. Как вы видите, он презентуется на площадке Минпромторга России, что является визитной карточкой, подтверждением того, что этот проект поддерживается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Второе – это проект, касающийся IT-парка, парка высоких технологий, информационных технологий в Республике Саха-Якутия. Завтра его будет презентовать министр связи и коммуникации Борисов Александр Ильич на сессии. Это тоже подтверждение того, что этот проект очень важный. Распоряжением главы Республики Саха-Якутия он признан первым масштабным инвестиционным проектом Республики Саха-Якутия. Он также очень активно поддерживается Федеральным министерством связи Российской Федерации и личным министром внутренних федеральных. Ну и также он поддержан, безусловно, Министерством экономического развития Российской Федерации. И Минвосток развития тоже. Когда мы согласовывали перечень инвестиционных проектов на Восточный форум, когда они услышали о проекте IT-парка, у всех была очень активная заинтересованность и всячески его поддерживает. Третий проект – это проект, касающийся реализации второго этапа Тарынского проекта освоения золоторудных месторождений Тарынского рудного поля. Но на самом деле нас, как корпорацию развития Республики Саха-Якутия, интересует второй этап именно потому, что расширение электросетевого хозяйства позволит нам обеспечить централизованным энергоснабжением 5 населенных пунктов, сельских населенных пунктов на юге Аймяконского улуса Республики Саха-Якутия. Таким образом, резко улучшится комфортность жизни для людей. Ну и туда же практически придет еще и автомобильная дорога. Благодаря золотодобывающим компаниям появится еще и надежный проезд до Усть-Гера, да, ну и до федеральной дороги Колыма, соответственно. И четвертый проект – это тепличный комплекс Покровский. Также он презентуется на площадке Минсельхоза России. Мы его также докладывали в Минсельхозе, и он вызвал тоже очень большую заинтересованность, имея в виду, что, как пример ставили опять-таки, что в Якутии одновременно реализуется два проекта тепличных хозяйств. Один на технологиях японских, а другой на технологиях голландских. И это очень здорово, как раз два одновременно проекта мы обязательно поддержим, говорит Минсельхоз России, для того, чтобы оценить эффективность их и потом уже тиражировать, по сути дела, проведя эксперимент, для того, чтобы понять, какие технологии в таких суровых экстремальных условиях будут наиболее эффективны.